вас, друзья! Сегодня 16 июля 2025 года, 17 часов 2 минуты по Берлину и 18 часов 2 минуты, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Путин сносит империю Матвиенко. Толстой требует ее миллиарды на войну или...» Вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. Ну, вначале, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских боевиков за прошедшие сутки. Ликвидировано и ранено 1170 бандитов, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 284 БПЛА сбито, 82 автомобильной техники и цистерн. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Так. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно. Светлана, витаю вас. Эркин, шалом. Слава Украине, героям слава. Итак, друзья. Между депутатом Государственной Думы Петром Толстым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко произошел публичный скандал. 14-15 июля 2025 года Толстой резко раскритиковал Матвиенко, требуя ее отставки, и якобы уничтожил ее в прямом эфире, обвиняя в том, что вопросы миграции используются как прикрытие для более серьезных проблем. В ответ Матвиенко, как сообщается, гневно отреагировала, назвав Толстого завистливым и мелким. Однако эта информация еще не подтверждена. Из доступных веб-источников известно, что ранее, в феврале 2025 года, Толстой публично комментировал высказывание Матвиенко о необходимости прекратить споры об отмене ЕГЭ, заявив, что дискуссии об образовании будут продолжаться, а ЕГЭ не должны превращаться в полицейскую операцию. Это указывает на разногласия. Друзья, складывается такое впечатление, что Валентину Матвиенко обвиняют в измене Родины. И, соответственно, в соответствии с тем, как сейчас нужны деньги, и в связи с тем, что у Матвиенко их очень много, у ее сына, у самой Матвиенко, это миллиардеры, их очень много денег, поэтому есть все основания полагать, что это может быть как одно, так и другое, а может быть 2 в одном. То есть миллиарды забираются, заподозрив Матвиенко в измене Родины. Сейчас всех мучат на России, кого подозревают в измене Родины. Вот, если у вас есть по этому поводу какая-то информация, какие-то мысли, пишите, друзья, пишите, давайте об этом поговорим, обсудим. Так, здравствуйте, мистер Арцуй, как в Техасе? В Техасе хорошо, пока еще там не был, мистер Страйс Клайд. Так все нормально. Толстой конченый нацист-имперец. А кто у них там не конченый нацист-имперец? Толстой хоть высказывает свои мысли, а самые опасные те, кто не говорят о своих мыслях, а делают вид, что они цивилизованные люди, а по факту являются фашистами. Салам Машал, Дума Саргаделер, Салам Машал, Хуэль Машволь Аслабек. На России как будто сталинские времена пришли. Обвинять в измене Родины, казнить без суда и следствия. Ну,
сталинские времена пришли, будет точнее сказать, на России сталинские времена пришли, настали для россиян, для русских в первую очередь. Для чеченцев и некоторых других они немного поэтапно, конечно, но настали чуть-чуть раньше, чуть-чуть на четверть века раньше, или даже больше, лет 30 назад. Ты за Америку, говорит, Алихан Лаев. Интересная у тебя фамилия. Да, конечно, я за Америку. А ты что, нет, что ли? Ты как скажешь вообще? Интересный такой. Толстой как-то не нищий человек. Дети живут во Франции, сам разговаривает на французском, как на родном. Но на французском говорить это еще не значит быть агентом Франции, французской разведки. Но да, он говорит на французском, он как шпион, видимо, действовал во Франции долгое время и сейчас продолжает защищать великую Рашку. Валька Стакана, видно, проштрафилась. Да, Асламбек, совершенно верно. Но в чем вопрос? В чем вопрос? В чем вопрос? Если, например, таких как Валька Стакан на России, там, в огромном количестве этих чиновников, министров, почему именно Валька Стакан? Вот вопрос. И здесь кроется вот этот секрет, мне кажется, в том, что Валька Стакан отстаивает, защищает мигрантов. Защищает мигрантов. И в связи с этим, ну, странные такие мысли возникают. Может, она как-то связана, может, ею кто-то как-то управляет. Непонятно. Непонятно. Так, Алихан Лаев будет лаять в другом месте. Американофобия на нашем канале запрещена, Деон. Лаев, пожалуйста, лайте на другом канале, а не на нашем, понимаете? Как-то так. Так, что нам пишут в ТикТок? ТикТок. Если ты за Америку, то он тоже должен за Америку. Вы нейтралитет даже не даете. Это вопрос. То он тоже должен быть за Америку, наверное, быть пропустили. Да, к большому сожалению, никакого нейтралитета. Идет война. Здесь есть только белые или красные, как говорится. Поэтому здесь никакого нейтралитета. Либо ты за фашистскую Россию, либо ты за свободную демократическую Америку, Соединенные Штаты Америки. Как-то так, друзья, как-то так. Конечно же, это шутка. Конечно, у каждого есть право быть за кого угодно, быть там за кого угодно и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что я, например, нахожусь на войне, на информационной войне. И здесь очень серьезные вещи происходят. Понимаете, как со мной, с моими окружающими, там много-много разных вещей происходит. И какие-то, когда лаевые или там полулаевые заходят ко мне и начинают мне объяснять, что там флаг делает и так далее, это, знаете, равносильно тому, когда ты сидишь в окопе, по тебе стреляют, и какой-то чувак откуда-то там, я не знаю, по телефону тебе, он там не рядом с тобой находится, он не рискует вообще ничем. Сидит и говорит, у тебя верхняя пуговица не застегнута, у тебя каска там на бикрень, там, ты там, я не знаю, ремень неправильно застегнул. Вот когда такие вещи говорят, это немножко раздражает, друзья. Понимаете? И эти люди, они только отвлекают меня. Они хотят, чтобы я отвлекся на что угодно. Там про религию говорил, там про флаг американский говорил, про что угодно. Если я настроен что-то обсуждать, их задача зайти и нести чушь от бороды, от, я не знаю, там, усов, прически, чего угодно. Только лишь, чтобы не обсуждать. И я таких людей, я здесь не развлекательный контент веду, понимаете? Я здесь не людей развлекать сел, чтобы собрать много подписчиков, заработать много денег. Я не для этого здесь сижу, понимаете? И если кто-то считает, что я здесь просто так сижу, и мне там абсолютно комфортно всем этим заниматься, то, ну, это ошибочное мнение, я вам скажу, друзья. Это ошибочно. И когда такие люди заходят, мне их хочется послать на 3 буквы. Понимаете?
прямом смысле этого слова мне захочется. Понимаете, зашел сюда какой-то там чувак мне рассказывает, а почему ты там еще там что-то там, или там, например, мне любят говорить, ах, ты поддерживаешь Израиль, значит тебе не жалко детей. Конечно, жалко, поэтому я и поддерживаю Израиль, потому что мне жалко детей. Понимаете? А здесь, наоборот, пытаются исказить все, что я говорю. Исказить, вывернуть наизнанку. Только разница в том, что я поддерживаю всех детей. Мне всех детей жалко. И еврейских мне жалко, и арабских мне жалко. Но вот эти вещи часто бывают, и поэтому мне хочется сказать. И потом вот ты захочешь и говоришь, а что, если не согласен с твоим мнением там и так далее, ну, я какой-то здесь тиран, там, я какой-то президент-тиран, который там ущемляет, да, вот в таком плане. Или какая-то у меня власть есть на него, чтобы заставить его полюбить Америку. И всего этого нет, как ты понимаешь, правильно? Но вот зайти, если ты не согласен, ты согласен. А вы кто вообще такие вообще? Объясните мне. Почему вы не трудитесь на то, чтобы права людей восстановились? Просто зрители, просто покушали, там плотненько включили, там ТикТок, вот в данном случае ты. И все, да, пообщались. Нет, так не работает. Так не работает. Вот видите, одни и те же заходят, рассказывают про то, чтобы запутать нас. Ну, давайте посмотрим, что здесь пишут. Так, законы смотреть на что? На клоунов. Закону. Захожу смотреть на клоунов. Так, ТТ. Этот закрыл лицо, весь такой араб, там у него. Давай, сейчас я тебя тоже сделаю так, чтобы ты меня не видел. Считай, смотри. Magic. Магия, и ты исчезли. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Так, я смотрю, здесь очень много заходят, лайки ставят. Спасибо всем, друзья, спасибо, что поддерживаете. Так, давайте почитаем комментарии в YouTube. Асан, когда мы увидим серьезные атаки по крупным городам России? Я думаю, Иркин, в ближайшие дни или недели мы увидим мощнейшие атаки по Москве и Санкт-Петербургу. Мощнейшие атаки мы увидим. В связи с этим я бы призвал всех жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые не хотят разделить участь, оказавшись под бомбардировками, ну, конечно, не быть рядом какими-нибудь серьезными военными, стратегическими объектами, ну и, конечно же, вообще попробовать, потому что попробовать уехать на время из Москвы. Помните, еще, наверное, год назад или даже больше тому времени назад, когда они начали говорить, что самое безопасное скрыться от мобилизации, это спрятаться в больших городах, потому что там в маленьких городах вас быстро найдут и так далее. А наоборот, если вы в деревне находитесь, и там есть участковый, которому вы там ставите бутылку водки, или там ему 500 рублей даете, то он вас не сдаст никогда. Наоборот, самая лучшая крыша — это вот так взять участкового и проставиться ему, и платить ему. И тогда я заподозрил, что будут бомбардировки, это даже 2 года назад было, заподозрил, что будут бомбардировки больших городов. И я тогда призывал, уезжайте из больших городов, уезжайте, уезжайте. Да, время не так быстро, как хотелось бы, но мы сейчас подходим к тому, что да, сейчас будут бомбить большие города, и население этих городов, они специально зазывали туда молодежь для мобилизации, чтобы для обороны этой Москвы, понимаете? Они говорили мобилизация, это, знаете, одновременно у них происходит, когда вы вот наблюдаете за их информационными ресурсами, то просто все это бросается сразу в глаза, когда они что-то одновременно вбрасывают. И что вот все уезжаете в большие города, там безопаснее и так далее, значит, есть подозрение, что что-то они уже задумывают по поводу вот этих больших городов.
Так, поэтому вот такие вот дела. Валейк салам, беха. Валейк салам. Так, давайте дальше. Будут, если сейчас эта информация просочилась, это такой намек Путину, ты, короче, не управляем, с тобой договариваться невозможно, давай мы тебя сейчас будем бомбить. И Зеленского спрашивает Трамп, ну, по крайней мере, об этом говорит Вашингтон-Пост. Давайте, почему не бьете по Москве? Он говорит, ну вот, там у нас нет ракет, дайте нам ракет. Да, да, хорошо. Тогда и заодно и по Санкт-Петербургу заедете. Как известно, Санкт-Петербург родной город Путина, это раз. А во-вторых, это самый ближайший город из больших городов к границе НАТО, к Финляндии в частности. Как-то так, друзья. И я думаю, будет. Если Трамп сказал, научитесь, в конце концов. Все, кто не любит Трампа, все, кто там относится к нему, какой-то клоун, как-то... Во-первых, это президент самой великой страны за всю историю человечества. Понимаете? Такого просто не было, такой мощной страны, мощного государства, которые даже всякие римские империи, там, все остальные империи, они меркнут перед Соединенными Штатами Америки, понимаете? Вот. И это, знаете, это еще не предел этих штатов, этого государства. Они на своем подъеме. Да, все может быть случиться, там, и землетрясения могут, и там, ядерная война может случиться, все и так далее. Но если случится ядерная война, они будут последними, кто погибнет на этой земле. Понимаете? Поэтому вот такая вот ситуация. Америка — это величайшая страна, и если ее президент — это не просто какой-то там человек, он может быть любых качеств, да, ну, отвратительных качеств или каких-то глупых качеств точно в нем не будет, потому что таких не избирают. И если это институт, это должность, да, это такая глыба президентства, да, любого государства, тем более самого мощного и самого сильного государства в мире. Поэтому, если этот человек что-то говорит, он все говорит, согласовав со своим аппаратом, со своими силовиками, конечно же, со своими 18 спецслужбами. И он выносит в рамках вот этой информации, которая от них поступает, в рамках этой информации выносит решение. Понимаете? И если он говорит, что нужно, а может быть он не говорит, ну, знаете, я думаю, все-таки это такая игра. Говорят бить по Москве, Санкт-Петербургу, и потом Трамп говорит, не-не, ни в коем случае я этого не говорил. И смотрят на реакцию, что там русские скажут, как они себя поведут. Понимаете, такой пробный шар такой забрасывается. И пускай привыкают, как говорится, привыкают и будут потихонечку к этому подать. Может быть, не сегодня-завтра, но в течение этих 50 дней, если Путин опять заднюю не воткнет, как обычно, и не приползет снова к Трампу, то они неизбежны. А так, я думаю, это будет только продолжаться. Так. У меня к тебе вопрос, Бек. Обычно вот когда мне говорят, я там вопрос задал, повторить можно к тебе вопрос, я сразу этих людей заношу в разряд троллей, которые эти люди, я здесь говорю в самом начале стрима, задавайте вопросы, там, ля-ля, тополя, а тут заходит, можно я задам вопрос, значит это троллятина, которая тебя отвлекает, понимаете? Если мой модератор здесь, пожалуйста, вот этого Бикома забань, пожалуйста, чтобы мне его ник не видеть, да? Так, ну нету моего модератора, придется все делать самому. Модератор, давай ты побудешь в бане, чтобы потом, когда подготовишь вопрос, с другого ника зайдешь.
Во Франции такая политика. Если у тебя паспорт французский, значит ты француз, несмотря на происхождение. Араб, американец, турок, португалец или чеченец. То же самое в Германии. Если у тебя немецкий паспорт, все, ты гражданин Германии, то ты немец. Так, сейчас я постараюсь, перемотаю, а то я смотрю, здесь снова троллятина. Я не убираю троллятину, пусть пока будет. Азам, почему русские потихоньку берут село за село, а в Восточной Украине как остановить эту фронт-линию? Ну, смотрите, Джимми Фокс, здесь две такие вещи, составляющие всего этого. Во-первых, они берут остатки от этих маленьких сел. Там может быть 10 домов, понимаете, деревушка, село. 10 домов, и ровным счетом никакой ни стратегической, ни тактической роли это не играет. Вот они стирают эти 10 сел, туда заползают их боевики. А система как выстроена в Украине, как украинцы выстроили свою оборону. У них есть 60, где-то 70 километров, это называется kill zone. Ну, по-разному. Кто-то говорит больше, кто-то меньше, может быть и меньше. Чтобы артиллерия не доставала, русская артиллерия не доставала до украинских позиций. И на территории вот этих километров, это называется зона смерти, kill zone называется. И туда русские сажают на мотоциклы, на ишаков, там, пешком, на велосипеды, на что угодно, на мопеды. Сажают 5-10 человек и посылают их вперед. И вот эти 10 человек должны доползти до какого-то там определенного рубежа, до отметки какой-то. Вот из этих 10 один только выжил. Он дополз. Так, все, ты сиди, заползи в дыру и сиди там в этой дыре. Они даже без оружия туда посылают, потому что из 10 точно 90% погибает, если не все 100%. И вот доползает этот один. Затем еще посылают, еще. И вот таким вот образом они посылают людей, пока не наберется 10 человек. Я условно говорю, например, 10 человек. Вот 100 они послали, 90 человек погибло, 10 осталось. Вот волнами они туда посылали. Вот эти 10 человек идут в следующий рубеж. Вот следующий рубеж. И вот они подходят к украинцам. Понимаете, ближе подходят. И вот когда эти 10 человек там еще рубеж прошли, и от них один остался. Все, следующая сотня идет. Еще там 10, потом опять, и там уже двое. И вот таким вот образом, как нам рассказывают там участники всех событий, доползает определенное количество вот этих боевиков. Как только они доползают там до уже близкого расстояния, где уже могут там вступать в какой-то бой, как-то влиять на дронщиков, там, на артиллеристов, где-то там их обстреливать еще и так далее, украинцы немножко отходят назад. Вот и вся война. Вот и вся война. Украинцы просто берегут своих людей. Украинцы, конечно, тоже гибнут. И от артиллерии гибнут, и от дронов гибнут. Ну вот я недавно смотрел репортаж. Один врач, ну или патологоанатом, который в украинском морге работает, он рассказывал, что они уже каждый день приносят трупы, привозят трупы. И на тот момент 2 там человеческих тела там лежало. За это время, он говорит, я помню, говорит, только месяц, или я могу ошибаться, 2 месяца назад пулевые ранения были у погибших. Все, осколки, дроны от осколков, от артиллерийских снарядов. И вот такие гибель. Короче, такого контактного боя, ближнего боя фактически не бывает. Фактически не бывает. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, это самая лучшая тактика, которую украинцы выбрали. Во-первых, у них гибнет меньше всего людей. Они обороняются не просто напрямую, когда вас видят, ваши дзоты, там, ваши там какие-нибудь пулеметные или снайперские точки, они все видны, по ним стреляют, наступают, там море там людей ложится, но все равно они эти точки подавляют каким-то образом, там кто-то попадает, стреляет и так далее. И в итоге
обычно раньше, во Вторую мировую войну, в других войнах, считалось, что потери 1 к 3. Наступающие 3 человека гибнет, а обороняющиеся 1. Ну или 1 к 4. Соответственно, 4 наступающих погибает, 1 обороняющийся. Сейчас, я полагаю, у украинцев потерь меньше. Даже, я полагаю, что там разные цифры были, может, до 10, 1 к 10. Понимаете? Вот таким вот образом украинцы берегут своих людей, раз. Оттачивают вот это мастерство, 70 километров сделать мертвую зону, где любое живое существо будет уничтожено дронами, артиллерией, там еще чем-то. Ну, это новый уровень войны. И потом, в итоге, что максимально наносит урон врагу. Враг понимает, что он берет какие-то 2 деревушки или 1 деревушку и тратит 1000 человек на нее, или 2000, или 10 тысяч человек на нее. Что стоят вот эти 10 домов или 20 домов в этом селе? Да, это чье-то имущество и так далее. Но, как мы видим, им будут все компенсировать. Уже там создаются фонды и, там, и так далее, и так далее. Поэтому люди, кто потеряет имущество, жилье, они получат свое. Поэтому фактически украинцы, ну, исходя из тех возможностей, которые у них есть, они максимально эффективно сражаются. Вот как-то так. Как-то так. Поэтому остановить можно только если в Украину ведут натовские войска и начнет НАТО бомбить Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие большие города. Вот в таком случае это остановится. А для Путина это выгодно. Путину, да, он тратит там вот 1000 человек, да, сегодня там 1000 с чем-то, 1100 убитыми, ранеными. Но из них где-то, по некоторым данным, из этой килл-зоны людей спасти практически невозможно. Потому что никто не пойдет их спасать, потому что спасатели тоже погибнут. Поэтому либо он сам добирается, либо он там помирает. Ранение в ногу — это практически смертельное ранение, потому что без ног, без передвижения ты погибаешь. Поэтому потери сейчас у русских составляют приблизительно 50%. Понимаете? Потому что спасения никакого нет. 50%. То есть из 1100 сегодня убитыми и ранеными 550 где-то это трупы. Это трупы. В итоге для Путина потерять 1000 человек, там, заплатить им, там, например, 5 миллионов, например, за погибшего, если всем выдадут еще. Ну, это потерять, ну, там, 5 миллиардов рублей. 5000 рублей, ну, это сколько? Это 50, по-моему, да, долларов. Сколько сейчас доллар стоит? Да, 50 долларов, 5000, ну, есть 100, грубо считать, 80, может, там, 90. Это, грубо говоря, 50 долларов. Если 5 миллиардов, это получается 50 тысяч, да, по-моему, если не ошибаюсь. 500 тысяч, 5 миллионов там он платит. Сейчас я точно посчитаю. Если 50 долларов это 5000, то 5 миллионов это получается 50 тысяч. Если 5 миллиардов, это получается 50 миллионов долларов. Он платит в день, например, на убитых и раненых. 50 миллионов долларов. За год, но за месяц он, например, тратит там 1,5 миллиарда долларов. Ну, да, за 10 месяцев это 15 миллионов, ну, 20 миллиардов долларов, там, например. Да, большие деньги, на самом деле, большие деньги, если все им отдавать. Но это какой-то впрыск в экономику денег, чтобы паники не было, чтобы все, экономика, деньги есть, все нормально. С другой стороны, Путин всю свою, вообще ФСБ, КГБ, СССР, всю свою историю всегда воевали. Всегда какие-то войны они делали. Путин с первых дней прихода к власти, после того, как он взорвал свои дома вместе с Патрушевым, обвинил в этом чеченцев, помните, Рязанский сахар, все такое, напал на чеченцев, и вот с тех пор он воюет. Вот с первых дней он воюет. Бесперерывно, где-то как-то. Сейчас эта война не очень удачная для него, но, опять же, всего лишь война.
Каждый божий день гибнут люди. И пока они гибнут, Путин на коне. У Путина появляются свои псы, новые псы, которые готовые убивать, садисты, мазохисты и все остальное. И ФСБ, и Путин находятся на коне, остаются на своих постах, и у них все нормально. По идее, ну, выигрыши от этого все. По идее. Да, к сожалению, так, да. К сожалению, так. Пойдемте дальше. Сирийцы щемят друзов. А где же фри-палестинцы и те, кому детей жалко? Да-да, кстати говоря, сейчас началась ситуация, и друзы, которые являются сторонниками, скажем так, Израиля, в армии Израиля служат друзы, у Израиля живет много друзов, и друзы с территории Сирии, сирийской территории, они хотели бы быть в дружеских, близких, союзнических отношениях с Израилем. И сегодня обстреляли друзов, и израильская авиация обстреляла генеральный штаб или Министерство обороны Сирии. Это прям в прямом эфире показывает. Ну, такие мощные разрывы. Может, это, конечно, искусственный интеллект делает, но это было очень феерично, очень так громко. Поэтому, мне кажется, и евреи заступились за друзов. Что очень хорошо, кстати говоря. Очень хорошо. Так, давайте дальше. Ben gördüm iyi diyor aslında o çocuğu. Aleyküm assalam Mans. Maal, Michelu Maal, Madit çocuk der. Madit. Aleyküm assalam. Машойло. Звук требежит, да? Что у нас сейчас? Я перемотаю. Что со звуком? Друзья, скажите, нормальный звук? А то я немножко отстал. Байзангур, а какая тема, что ты хотел бы обсудить? Нет, ТикТок нормальный, я имел в виду в YouTube. Мне пишут, что у меня здесь со звуком проблемы. Хирю да, ну, Ирюй, но чуть-чуть. Я по-русски делаю стрим, чтобы как можно больше людей понимало, о чем я говорю. Российские фашисты возбудили. Да, Мотри. Они всегда так. Это у них самое любимое место. Зайти ко мне в эфир и здесь писать гадости. Не, Байсангур, Баркал, я на любые темы не общаюсь. У меня конкретно есть антирусское, антифСБшное направление. Если ты хочешь, готов раскрыть секреты про ФСБ, про то, что Русня над нами делает, я тебе могу предоставить пару минут, 5 минут, чтобы ты зашел и сказал, а так мне не интересно. А то я захожу, отвлекают там, гадости пишут там, или там, и так далее. Хорошо, тогда я тебя попозже подниму, расскажешь. Только нужно представиться, сказать, кто ты, что ты там, и на какую тему ты готов конкретно рассказать нам. Асан, почему ты не думаешь, что чеченцам, пишет, не чеченец, кавказцам жить быть
быть с русской Россией намного надежнее, чем довериться англосаксонской, натовской лицемерии, которые решают убивать палестинских младенцев. Я человек, мне пишет. Я человек, с таким ником мне человек пишет. Ну, во-первых, не чеченец, а чеченец. Во-вторых, это, прошу прощения, ты какой национальности, который чувствует себя намного безопаснее, а? Мне так интересно наблюдать за вами. Расскажи, какой ты национальности? Я человек. Мне очень интересно. Потому что нам, чеченцам, никакой надежности от русских, от России, от имперской России не было. Понимаешь? Да, нашим соседям было поживиться, чем когда нас выслали в 1944 году. Некоторые наши соседи устраивали танцы. Понимаешь? Грабили все, разворовывали все. Понимаешь? Да, вот этим подхолопным, не хочу использовать это слово, которое я в прошлый раз там про одного там сказал здесь, но вот про этих людей, вот ты скажи, кто ты по национальности? Вам, кавказцам, какой выгода жить с русскими? Какой выгод вам? Нам, чеченцам, никакой выгод нету. А какой выгод вам? Да расскажи мне, пожалуйста. Скажи просто, кто ты по национальности, я все пойму. Я просто все пойму, да? Все пойму и прощу, Дион. Где ты? Куда пропал? Вот не вижу я теперь. Так. Именно чеченца, а не потому что слово чечен произошло от слова но чечение. Ну ладно, все понятно с тобой. Ты скажи, кто ты по национальности? Просто по национальности скажи. То, что чеченец, то, что ты неграмотный, я понял. Да? Любитель русских, который не знает русский язык. Ты что вообще такое говоришь? Национальность свой скажи, пожалуйста, дорогой. Muhammed, цена работает, да, из-за мужги тайпа, ну, из мужги тайпа, да, из-за просто его задача отвлечь внимание от стрима, и все. Со ночью выдержаться, дух шалшей, да, сошел картотек, проверите наш был. Так, ну куда ты делся, дорогой? Дорогой сосед, скорее всего, ты дорогой сосед. Ну все, пропал наш, короче, этот. Так что для нас, чеченцев, даже отвечу нашему соседу, которому очень хорошо жить с Россией, для нас, чеченцев, это очень небезопасно. То есть смертельно небезопасно. Понимаете? Смертельно небезопасно. Россия при помощи тех же наших соседей доводила нас почти до нуля. В 19 веке нас осталось 6%. После почти столетней войны против фашистской Русской империи. Затем мы из 120 тысяч выживших начали немножко набирать вес, возраст, количество. И в итоге мы и в Первую мировую войну нас отправляли, во Вторую мировую войну нас отправляли, в Японскую войну отправляли нас. И в конце концов, к концу Второй мировой войны, когда все мужчины и женщины, все мужчины были на фронте, женщины, дети и старики, вероломно, подло, по КГБшно-ФСБшному, вероломно, ну просто в голове не укладывается, все мужчины на фронте, а всех их женщин, детей и стариков уничтожают. Не депортация, чтобы вы понимали. Депортация это законно, даже пускай это незаконно, это юридически нельзя это делать, но сама слово депортация, сам термин депортация используется для того, чтобы обозначить законное перемещение одного, двух, трех лиц с одной точки в другую точку, там 10 лиц в другую точку.
здесь был геноцид под видом депортации, понимаете? Например, в Украине был геноцид под видом голодомора, то есть под видом экономического и там продовольственного кризиса. Понимаете? Искусственно все это создалось, и искусственно людей просто умерщвляли, убивали людей. И это не было никаким там голодомор, это был в целом, это так обозначается, но это не было какого-то там продовольственного, это не был продовольственным кризисом, что вот не хватало продуктов и люди умирали. Нет, точно так же не было никакой депортации. Был геноцид женщин, детей и стариков чеченской и ингушской национальности под видом депортации, когда все мужчины были на фронте, которых насильно, как мы понимаем, забрали и попробуй только не пойти. Сразу расстрел. Или там лагеря, штрафбат или еще чего-то. Поэтому если какой-то там чувак имеет там наглость, совесть, говорит, нам лучше жить с этими там, англосаксы убивают детей. Так, если вы говорите про каких-то детей, то вам нужно, наверное, вспомнить про 42 тысячи убитых чеченских детей. Десятки, сотни и сотни похищенных, может быть, тысячи похищенных чеченских детей, которых взращивают с ненавистью к чеченцам, как агентов России взращивали. Потому что все методы, которые Россия использует в одних войнах, одни и те же. Где-то жестче, где-то мягче в силу своих возможностей, но всегда одно и то же. И вот одним из главных преступлений, которых она совершила, Россия, в Украине, это похищение украинских детей. Вот мы спрашивали Аяда Идигова, я спрашивал себя в стриме, он говорит, да, у нас пропадали дети. Вот целыми семьями, кто-то погибнет, трупов нет, ничего нет, детей нет. Или родители погибли, а детей нет. Поэтому вот эти вещи, сейчас, когда мы видим разных каких-то барышень, которые сидят здесь, там целуются там с курдами, или там в постели лежат с курдами, или там, я не знаю, там танцуют, выплясывают, там, ну и пытаются вот грязными словами, там, ну, что неприемлемо для чеченца, для чеченки, это культурный код чеченцев. Его переходить публично нельзя, да. И курить там, и еще что-то мужчины у нас всем занимаются, но при всем при этом, как бы, это не делается публично. Не материться, например. Я, например, переживаю, когда я что-то там публично выругаюсь. Хотя не могу сказать, что я всю жизнь проживший в России не умею ругаться. Лучше любого русского смогу поругаться. Имеется в виду ненормативной лексикой. Поэтому сейчас много таких появилось. И мы удивляемся, откуда эти люди берутся, как это так, почему так. И у чеченцев такой сдвиг происходит, понимаете, сдвиг в головах, в мозгах, откуда столько. И когда все так делают, тогда и мне можно, кажется. Понимаете, это так работает. Когда все так делают, ничего себе, ему можно, он же с ним ничего же не случилось, значит и мне можно. И вот таким вот образом идет развращение, раскультуривание чеченского культурного кода. Понимаете? Вот такая вот над нами работа ведется. Поэтому мы эти вещи должны знать. Да, вижу, Мадина, что ты написала, я вижу. И обязательно нужно было это спросить меня. Я не могу понять. Надо зайти и спросить, ты меня видишь? Конечно, вижу. Так. Вот такие вот дела. О чем это я? Да? Короче говоря, вот такими вот методами Россия наших детей похищала, убивала. Что стало 42 тысячами наших детей? Кто пожалеет вот наших детей? Мы жалеем там арабских детей, там всех остальных детей. А кто чеченских пожалеет детей? Понимаете? А для меня важнее, самое важное для меня, чеченские дети. Потому что у арабских детей есть арабы-защитники, у еврейских детей есть еврейские защитники. А у чеченских детей никого нет защитников, понимаете?
И не потому, что я чеченец, а потому, что вот никого нет просто. Вот не оказалось, у бедных чеченских детей нет заступника в этом большом многомиллиардном мире. И так получилось, что я это буду делать, как и другие чеченцы. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Да? Поэтому это наши соседи, поэтому он пишет чеченец, да, с ошибкой. Потому что его задача заболтать нас, да. А нашим соседям точно понравилось, когда нас выслали. Лезгинки устраивали, там другие танцы, какие у них там есть, устраивали всячески. И грабили. Они же озолотились. Представьте себе, целая республика, самая такая трудоспособная, трудолюбивая, самая успешная. Ее жители все разъехались, резко никого нет. Коровы ходят там, тебе что там. Ну, НКВД, конечно, все контролирует, но ты ждал чуть-чуть НКВДшнику на лапу. И все, забрал себе, что хочешь. Как-то так. Асан, можно тебя назвать техасским Нохчи? Да, конечно, Эд. Шалом алейхум, брат. Конечно, можно. Но у меня шляпа, она соломенная. Это итальянская шляпа. Я ее в Сицилии покупал, по-моему. Но на ковбойскую немножко похоже, конечно. У нас, кстати, чеченцы всегда носили шляпы. Я помню, в детстве. Потом сменили на длинную бороду. Причем бороду законодателями моды большой бороды были наши воины. И воины погибли, а бороды остались. И слишком много этих бород стало, да? Все косят под воинов, да? А шляп нету, да. А если шляпа и борода, причем черная шляпа и борода, ну сам знаешь, на кого буду похож. Ах ты, значит, путинолюб наш, да? С 1985 года по 2012 годы Россия находилась под диктовкой Америки. Именно американская марионетка Борис Ельцин проводил войну над чеченцами. Но Владимир Путин освободил Россию от Ельцина, от ельцинщины. Ну, во-первых, гарантии семье Ельциным, ты лжец, знаешь, ты лжец, безграмотный, ГБшный, подхолопный лжец. Во-первых, Ельцинщина, семья Ельцина, да, которая его дочка, его зять, которые ближайшие были для Ельцина люди, они все полную неприкосновенность имели, и по сей день их никто не тронул, как ты понимаешь. Огромный в Екатеринбурге Ельцин-центр, по-моему, в Екатеринбурге построили. Ельцин сам марионетка, Ельцин никто, ноль Ельцин. Просто марионетка, как им бы стал бы Навальный, если бы не умер бы, которым управляет ФСБ. Понимаешь? Войну против чеченцев начинал не Ельцин. Начинали ФСБшники, их фамилии перечислял сам Джохар Дудаев, это Сосковец, кто там они были, ну, Степашин, ну вот у меня есть эти фамилии, Егоров, там, вот эти всякие, вот эти все бандиты, ФСБшные, или под ФСБшные, или ФСБшные. Поэтому и первую русско-чеченскую войну, и вторую русско-чеченскую начинал не Ельцин и не американцы. Начинали русские. Как они ее начинали в 1944-м, когда нас выслали, и я так полагаю, тебе и твоим сородичам, соплеменникам удалось награбить имущество по соседству у нас, если ты, конечно, кавказец, может быть, ты просто русский. Может быть, с этим связано, например. Во-первых, войну начинали еще в 19 веке и в 18 веке русская империя. Затем это все их глубинное государство, их идеология перекочевала к КГБ, к НКВД, КГБ, сейчас ФСБ этим занимается.
Но тут очень интересный момент ты сказал, что Владимир Путин, который в 99 году фактически пришел к власти, освободил Россию от Ельцина, но ты забыл сказать, что Владимир Путин это тот, который взорвал свои дома, своих спящих граждан россиян, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев. А если бы не он взрывал бы, он бы Патрушева посадил бы. Но Патрушева он не посадил, значит, они вместе это делали. И их задача была начать войну против чеченцев и устроить очередной геноцид, где они из всей Чеченской республики сделали один сплошной концлагерь. И убивали просто чеченцев. Просто от 10 лет, ну, день, еще младше убивали. Но убивали всех подряд. Понимаешь? Спасибо. И такие вещи говорить, это, ну, просто тебе должно быть стыдно писать здесь такие вещи. Все, и больше я тебе отвечать не буду. Потому что ты абсолютный пророссийский, пропутинский фашист. А я фашистам больше не отвечаю. Так, я человек кунт хаж машуэль. Это он ему, я человек ему говорит. Так. Такие вещи вы тут мне задаете вопросы. Я тут рассказываю про геноцид чеченского народа. А вот этот мне пишет, ты родную дочь выдал бы за еврея? Если нет, то почему, если дочь не против будет? Я твою дочь могу выдать, хочешь? Какая разница, чью дочь? Твою, мою, выдадим твою, давай выдадим. Но такую чушь вы здесь говорите, чтобы отвлечь внимание от этого. Если я уважительно отношусь к украинцам, что я должен за них породниться, кого-то выдать или жениться на ком-то из них. Чушь, вы меня не отвлекайте от темы. Понимаете? Мы мочим русню. КГБ мы мочим, понимаете? А вы мне тут чушь пишете. Так, ты видишь, я написал, так, можем мы это сделать или будет ли результат? Я не знаю, о чем ты говоришь, Мадина. О чем? Я не вижу вопрос. Ответь на вопрос. Какой вопрос ты задала? Ну, вот мне все это листать надо, да? Вот так вы всегда отводите внимание. Все. Давай, пиши заново этот вопрос, если хочешь. А так, мне надоело. Вы тут пользуетесь моим временем, да? Вместо того, чтобы на бред какой-то отвечать, уважаемый, ответьте коротко, уже 10-й раз пишу. Война в Абхазии и роль Кавказа, там можете рассказать ваше отношение к событиям? Что конкретно вас интересует? Вас интересует Шамиль Басаев, я так понимаю, раз вы, уважаемый, так настырно пытаетесь, на который я уже 150 раз грузинам отвечал на этот вопрос. Вы пытаетесь вновь свести меня к этой теме, выяснить там отношение к моему Басаеву, там, всем событиям. Потом, что вы от меня добиваетесь? Скажите, что вы меня в вину хотите мне поставить. А как вы относитесь к тому, что, например, Сталин и Гвишиани вместе с Берия сделали со всем чеченским народом? Давайте каждый раз, когда я буду видеть человека, который задает мне из Грузии такой вопрос, я буду задавать встречный вопрос. Хотя я на этот вопрос уже 150 раз отвечал. Ваше отношение к людоловству и незаконной мобилизации, говорит ГБшный провокатор. Я считаю, что если на вашу страну пришла война и по закону и мобилизации все обязаны служить, все, кто увиливает от этой службы, тот должен насильно доставлен быть в расположение части и должен
мобилизован быть и должен служить своей родине. Потому что другие мужчины и женщины не должны погибать за него, а он потом герой Украины, потом деньги пойдут с Запада, поддержка пойдет, а он будет в грудь себя бить и говорит, а я воевал, да наша страна там, а вы кто такие? Нет, все должны служить, никакого людолодства нету. Есть ИПСО, которое русские раскручивают, и ты в том числе раскручиваете это ИПСО, показать. Да, может быть, не так грубо это нужно делать, или же, например, это не нужно так распространять, но вот такая вот ситуация. Также не нужно тот, кто бежит за границу, если у тебя хватило наглости бросить свой народ, своих соседей, своих родственников, свою страну и убежать от мобилизации, которую то не нужно потом снимать на видео, я свободен, я пересек границу. Ну, молодец, сбежал, все, ты показал, что тебе плевать, что твои женщины, мужчины по мобилизации, обязательной мобилизации, все служат, а ты сбежал. Вот это есть. Поэтому все, что вы говорите, будет, насильно служить не будет. Это не тебе, россиянину, говорить, насильно служить не будет. У вас все служат насильно, понимаешь? У вас там и призыв был насильный, и все, и сейчас на войну отправляют насильно. У вас каждый день там сидят, ноют, рассказывают о том, что меня отправляют на мясной штурм, меня сейчас обнулят там и так далее. О чем вы рассказываете? Убежать от мобилизации. Так ваши слова можно сказать и о жителях РФ. Ну, во-первых, жители РФ отличаются от жителей Украины тем, что Украина ведет оборонительную войну, то есть священную войну. Понимаете? Это две большие разницы. Это как убить человека, спасая свою семью, защищая свою жизнь и убить человека, а другое дело это, чтобы ограбить его, унести у него из дома унитаз бэушный и убить его. Да? И давайте перед судом и перед судом государственным или перед судом общественности выставим таких двух человек. Понимаете? Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Абсолютно две большие разницы. И поэтому русские обязаны, россияне обязаны бежать от этой мобилизации. Обязаны. Их святой долг, если у них есть хоть что-то внутри человеческое, их святой долг не только свои жизни спасать, но также спасать имя россиян, русских, если оно еще сохранилось. Также не убивать невинных людей, которые обороняются. Понимаете, это самый большой грех, убивать невинного человека. Абсолютно там, ради прихоти каких-то ФСБшников. Поэтому это две большие разницы между тем, что вы говорите. Россияне обязаны бежать. Их долг, святой долг любого русского, любого россиянина бежать от мобилизации, бежать от этой армии. А украинцы, да, я понимаю, что не все воины, не все могут там воевать там и так далее. И если по религиозным каким-то соображениям ему нельзя воевать, его нельзя брать на войну. Вот есть такие люди. Вот не может он воевать. Вот не может он человека стрелять. Есть у него такие религиозные убеждения. Не нужно его брать. Но всех остальных хочу я, не хочу я, люблю я там Украину, не люблю я Украину. Это уже или люблю Россию, или люблю. Это никого не касается. Есть долг, все, ты по закону должен служить. По здоровью подходишь, иди служи. Никто тебя в штурмовики не пошлет. Особенно если ты будешь трястись, когда тебе автомат дадут. Никому ты и так не нужен, как штурмовик. Где-то в тылу нужно там еду привозить, там картошку чистить, раненых лечить. Много-много там нужно делать. Поэтому обязаны все служить, понимаете? Все остальное это ИПСО, которое русские разгоняют. И вообще не нужно это обращать внимание на это ИПСО. Пошли всех к черту сказать им, и все. Добрый день, говорит, вы под наблюдением ФСБ России, говорит, Данил Кандыба. Данил Кандыба,
Вы только никому не говорите, но я уже 6,5 лет под наблюдением, только за YouTube канал. А так я еще с вашей, когда жил в вашей фашистской Русне, был под наблюдением, под плотным, понимаешь, Леон? И вот загремел бы или бы убили бы, если бы не уехал бы, понимаешь? Но ты только никому об этом не рассказывай. Тоже мне. А у меня ваша ФСБ под наблюдением, Леон. Тоже мне умники. СМЕРШ придет за тобой, говорит Павел Ли. Ли, а почему у тебя Ли стоит имя? Почему у тебя? Ты что, уже под китайцев косишь, что ли? Китайский СМЕРШ за мной придет, да, из Шаолиня. Так. Бойся ледоруба и новичка. Знаете, вам, наверное, каждый раз кажется, когда вы мне пишете, что меня убьют, что мне это там, меня это, что я должен испугаться и не спать. Во-первых, сон отличный вообще, несмотря на то, что уже почти 50 лет живу на этом свете. Сон великолепный. Засыпаю как младенец. Да? От любого шороха просыпаюсь, правда, в последнее время. Но засыпаю как младенец. Да? А когда вы пишете ледоруб и новичок, вы, наоборот, мне делаете услугу этим, понимаете? Мне нравится это говорить. Вот я говорю, смотрите, мне ублюдки угрожают. Понимаете? Угрожают смертью. И для меня это для меня вот есть повод поговорить. Сталин, Берия были предателем Грузии. Они не представляют грузинский народ. Могут ли представлять 20-летние, 25-летние пацаны, которые пошли защищать против Шеварднадзе, КГБшника, бедный абхазский народ, который хотел свободы? Могут ли они представлять весь чеченский народ? 10 человек, 20-30 человек, которые поехали из Чечни. Можете это... Что вот они нас представляют, вот весь чеченский народ они представляют. Мы, во-первых, не знали даже, что они туда поехали, понимаешь? Я лично не знал, что они туда поехали. И почему вы забываете, что там был Шеварднадзе во власти, КГБшник, который истреблял бедный абхазский народ, который хотел свободу. Потом, правда, выяснилось, что этот абхазский народ не хочет свободы, а хочет быть с Русней. И, это было уже потом. Но вначале об этом никто не знал, и вы не говорили об этом. И Гамсахурдия, президент ваш, после этого спокойно находился у нас. Гамсахурдия, один из лучших президентов Грузии, первым признал Чеченскую республику Ичкерия. Понимаете? А все то, что вы тут говорите, там, Басаев это сделал, туда поехали, что-то сделали, это все, знаете, это спекуляция. Мне много раз рассказывали, как ямадаевцы поехали в 2008 году, и что вот все чеченцы виноваты в этом. Ну так если из-за какого-то Ямадаева вы там весь чеченский народ обвиняли, то почему бы тогда мне не обвинить всех грузин за огромное количество грузин, которые были во власти, когда всех чеченцев и ингушей истребляли до единого? Шансов на выживание никому не оставили. Почему до сих пор в Грузии есть памятники этому Сталину? Почему до сих пор там как бы не любят, как, например, в Австрии? У нас здесь делится Австрия и Германия. Вот в Австрии все на словах не любят Гитлера. А зато втихаря, когда между собой, да, мужик был, да, показал всему миру этот наш Адольфик. Вот так говорят в Австрии. Почему такие настроения есть? Ведь мы братский соседский народ. Мы над нами сделали то, что русские там всю свою историю не могли с нами сделать. Почему? Вот вопрос. Поэтому эти вещи задавать, я много раз отвечал на это.
И сам Басаев Шамиль был не рад тому, что он там оказался. Потом уже, когда повзрослел, поумнел, когда понял эту геополитику, понял, что абхазы никакой свободы не хотели, а хотели только лишь, чтобы Грузия не стала суверенной, независимой, свободной. И вот там началось. И все забывают почему-то про Шеварднадзе, который тогда был во власти. Да, и я считаю, что Шеварднадзе был неплохой человек, хоть КГБшник, на самом деле не такой уж и плохой человек по сравнению, которые могли быть. Да? Но при всем при этом был же КГБшник, Что абхазы говорили? За свободу говорили. Мы боремся за свободу. Какая у абхазов свобода оказалась? Ведь эти вещи нельзя сбрасывать со счета. Нужно же тоже учитывать. Я считаю, что Абхазия это часть Грузии. Понятно вам? Я так считаю. Абхазы не только не смогли реализовать, физически им не дали реализовать, они не захотели реализовать свою свободу. Понимаете? Чем быть под русней, им лучше быть с грузинским народом, с Грузией. Я считаю. И я исхожу из лучшего для абхазского народа. Ну и, конечно, для грузин тоже. Как-то так я это вижу. Кто истребляет Апсуа? Грузины? Вы точно понимаете, о чем говорите? Георгий Абуладзе. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем я говорю, но я не понимаю, о чем вы говорите. Понимаете? Вы сюда зашли отвлечь меня от темы про Матвиенко и Толстого. Или я не понимаю, вам нужно поговорить об этом, вам нужно... Что вы хотите от меня, я не могу понять. Так, больше тебе этот канал не будет в рекомендациях. Спасибо, спасибо. Мампудык. Не прочитал твой ник, спасибо. И тебе здоровья желаю. Так. Добрый день. Чем отличается Крым и ЛДНР? Почему, по вашему мнению, война не началась в 2014 году? Ну как не началась? Как она, если она началась? Если российские войска, даже если не сняли нашивки, что бы они ни делали, пересекли границу, захватили часть территории иностранного государства,
провели так называемый референдум, так называемое голосование. Потом взяли, отторгли их, да, аннексировали, то есть присоединили к себе вот эту часть и так далее. Ну как это так, как не началась? Очень даже началась. Другое дело, что Путин не планировал вот так вести войну. Он планировал идти до тех пор, пока не дадут в нос. Вот он зашел, Крым взял, на территории Крыма жило огромное количество прорусских людей. Потом по какой-то причине украинцы отказались защищать эту территорию. То есть военные, мы все эти кадры видели, военные бежали, молодые 20-летние пацаны ехали в Крым. Понимаете? Причем некоторые безоружные туда ехали. А военный рассказывал, что он не согласен, у него зарплата маленькая, ему что-то хочется домой и так далее, что он не готов здесь умирать там и так далее. А пацаны 20-летние ехали. Когда там вот эти молодые, как их назвать, суворовцы они там или юнкера, молодые украинские студенты военных вузов, учащиеся военных вузов, они исполняли гимн и практически плакали за то, что им нужно было покинуть и не оказывать сопротивления. Украинцы оказались блокированными на военной базе, им там крымские татары еду таскали, и они тоже готовы были сражаться. Но почему-то приказа не поступило, по какой-то причине. Я не знаю, в чем причина. Но факт, что вторжение было. Затем начался ЛНР, так называемая ЛНР, потом так называемая ДНР. И шли, пока вот там, где в Краматорске, Стрелково или где его там остановили. И все. И потом вот началось противостояние. Потом начали набирать силы, накапливать силы, там что-то готовиться, там договариваться в Киеве, подкупать в Киеве кого-то. Вот все затягивалось до 22 года. Вот и началось. Как-то так. Чем это, почему, по вашему мнению, война не началась? Началась. А чем отличается Крым от ЛДНР, так называемого? Он отличается тем, что ЛНР им дали по зубам. Крым, например, когда они захватили, Крым это еще морская база. Морская база это уже по части США, НАТО. Туда все равно придут американцы. Туда придет, возможно, даже Турция. Понимаете? Поэтому как-то так. Как-то так. Валейкум салам. Валейкум салам. Так, давайте я перемотаю, здесь слишком много. Не российские войска, а путинские войска. Почему всех русских под одну гребенку, говорит, the father of democracy? Ну, смотри, отец демократии. Отец русской демократии, ты забыл написать. Сразу было понятно, что ты Остап. Не русские, не российские войска, а путинские войска. Вы где видели у этих путинских войск написано, что это путинские войска? Или какой-то отдельный флаг у них свой есть, путинский. Или там пишется, зачем вы все перекладываете теперь на одного Путина? Как в вашей истории всегда бывало. Вместе ураганите, грабите, убиваете, насилуете. А потом, это все он виноват. Когда он где-то у него не поперло у вас, вы все на своего царька. Так будьте верны, холопы, своему царю до конца. Что же вы так пренебрегаете Путиным? Да? Это самая настоящая, даже не российская армия, это русская армия.
Спросите, вон, Аптелаудину, он русский офицер. Ему говорят, он шамана вас в первую русско-чеченскую войну всех русскими офицерами называл. Никаких российских нет, все русские офицеры. Если он офицер и генерал, то он русский. Вы же за русскую доблесть, за русскую империю, за русский дух, за русское величество, величие. А когда по носу дали, то все, уже это не русские. Самый настоящий, это путинский. Ничего подобного. Это, во-первых, это вооруженные силы ФСБ. Понимаете? Вооруженные силы ФСБ. Понимаете? Вот что есть. И все это принадлежит русскому империализму. Все это относится к русскому империализму. Не надо нам рассказывать сказки. Томагавки вы дали. Дадут. Не волнуйтесь. Уже дали, я думаю, томагавки. Уже дали. Они говорят, мы 17 патриотов отправляем в Украину, там, ля-ля тополя. Вчера они говорят, что мы отправляем. Сегодня выступает Марк Рютте, глава НАТО. Он говорит, уже там находится. И когда они говорят, мы дадим, они уже там находятся. Пока они туда не дойдут, они даже не произнесут слово. Сперва решение принимается передать, все подготавливается, документация, правовое там сопровождение, бюрократическое сопровождение. Потом отправляется все куда надо, все дошло. И потом только нам по телевизору говорят, вот мы им отправим там томагавки или же там... Томагавки пока они им еще не отправляют, но говорят уже, что будут отправлять. Да будут отправлять. Все дадут Украине. Все дадут. Не волновайтесь. Абсолютно не волновайтесь. 100% все дадут. Просто поджаривается лягушка на медленном огне. Все. Просто на медленном огне сидит себе лягушечка и парится потихонечку. И все. Все дадут. Кто-то боится слабую и разваливающуюся Украину. Насмешил, говорит, Наталья Горелова. Ну, я не знаю, кто-то боится или нет, но вот ваши орки очень сильно боятся. Ты даже не представляешь, они стреляются в себя, чтобы не идти в штурм. Понимаешь? Самострелы делают, что ты говоришь, да, может быть, не все боятся украинскую армию, потому что нет необходимости им бояться ее. В этом страхе нет. Но россияне и ваша русская армия, и ваш Путин до безобразия боится украинскую армию. И правильно делают, я что скажу. Свободная Ичкерия. Как вы видите дальнейшую судьбу партнеров и дружественные государства, экономические связи и так далее? Как вы видите примерно? Георгий, я сторонник строительства Кавказского дома, о котором говорили президент Грузии и президент Чеченской республики Ичкерия, Гамсахурдия и Дудаев. Я абсолютно разделяю эту позицию. Я считаю, что и Армения, и Азербайджан, и Грузия, и Ичкерия, мы все должны войти, и другие Кавказские республики, если захотят, нынешние провинции Российской Федерации, захотят, они могут войти в наш Кавказский дом, наподобие Евросоюза. Демократическое, правовое объединение государств это должно быть.
что вы говорите, дальнейшую судьбу партнера и дружественные государства. Дружественные государства, вот за мной флаг висит. Наверное, понятно, что я бы хотел бы видеть эту страну дружественную к нам. А также я бы хотел бы видеть дружественную Грузию, ну, Грузию, само собой, Украину, Германию, Францию, весь европейский, может быть, весь, может быть, не весь Европейский Союз. Вот так я это вижу. Другого развития для чеченцев я не вижу вот от слова совсем. Потому что мы, чеченцы, демократы по сути своей. У нас никогда не было никакого феодализма, никакой монархии. Мы жили как при военной демократии. Да, мужчины в средние века, мужчины только имели, правда, вот это право голоса с 15 лет, совершеннолетними считались мужчинами. Женщины не участвовали в государственных делах, но во многих странах тогда были рабы, а у нас женщины не были рабами, как мы знаем. Поэтому только демократический путь развития, абсолютно, только этот. Демократия и только демократия. И ничего другого нам просто не подойдет. Мы станем арабами, станем бедуинами, кем угодно, но не станем чеченцами. Поэтому только при демократии мы можем строить чеченское государство и союз с нашими соседними государствами, республиками. Как-то так. Так. Что будет с Краснодарским и Ставропольским краями после развала России? Русские останутся или уедут в Московию? Ни один человек, на мой взгляд, ни в Краснодарском крае, ни в Ставропольском крае, ни где-либо в других российских провинциях не должен подвергаться репрессиям. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Русские такие же люди, как и все остальные кавказские народы, которые проживают на этом Кавказе. Да, они колонисты чаще всего, но также можно и армян отнести к колонистам, которые Сочи, вот эту всю территорию заселили после того, как оттуда вырезали всех черкесов, как мы знаем, наших любимых братьев черкесов. Поэтому, если мы будем уходить там на 200-300 лет назад, копаться, там, предъявлять что-то, ну, мы очень далеко уйдем таким образом. Таким образом, это будет очень-очень печально все. Много людей, которые никакого отношения не имеют, живут, растят своих детей и созидают. Поэтому русские Кавказа — это такие же полноценные граждане Кавказа, как и все другие. И да, и они попозже, конечно, других туда пришли, на Кавказ, но так сложилось. И если они разделяют наши общие ценности Кавказского дома, например, то они могут участвовать полностью в развитии вот этого Кавказского дома и созидании. Поэтому нету никакой разницы, кто где находится. Другое дело, есть военные преступники, которые в Украине убивали людей, в Грузии убивали людей, в Ичкерии убивали людей. К этим людям должны быть вопросы. Они обязательно будут ко всем, кто принимал участие в вот этих преступных имперских российских войнах. Как-то так. Как-то так.
Так, куда делась сейчас? Чтоб ты знал, Краснодарский край 88% и Ставропольский край 80% состоят из русских. Какие государства там будут? А насчет армян, если не нравится Северный Кавказ, Сочи, да, они могут уехать в Армению. Смотрите, если мы начнем сейчас выгонять людей, ну, после деоккупации, после того, как Россия ослабнет, и мы будем создавать новые государственные образования, если мы начнем заниматься делением, там, вот враг, русские, их должны мы там изгонять, там, и так далее, мы не построим никакое государство, мы на весь мир будем выглядеть просто дикарями, во-вторых, мы просто в вражде между собой доведем, ни им не дадим жить, ни себе не будет, никакого жития не будет. И самое главное, с правовой точки зрения мы будем абсолютно неправы. Все люди, которые проживают на Кавказе, Ставропольский край, Краснодарский край, это кавказские земли. И эти люди имеют право жить там, если они на законных основаниях приобрели там, жилье и находятся там и так далее. Если же они там, были участниками их войны, против Ичкерии, против Грузии, а там очень много воевало из Краснодарского, всего Кавказа очень много воевало, и в Грузии, против Грузии, и против Украины сейчас воюют. Вот эти все люди должны быть, и они будут взяты на карандаш, они сейчас украинскими спецслужбами, украинскими правоохранителями берутся на карандаш. У нас, у чеченцев, есть огромное количество фамилий, списков, там огромное количество, но эти уже состарились, там, я думаю, там практически мало кто остался, многие еще спиваются и так далее. Поэтому эти люди, да, если на них есть преступление, и то, если на них есть преступление, если он просто там служил, или так называемый служил, принимал участие, но нет доказательств, что он совершал военные преступления, убивал людей, опять же мы ничего не сможем против этих людей сделать. Понимаете? Может, мы его на работу не сможем где-то в Джахаре, городе Джахаре взять, но где-то у себя там в Ставрополе он может работать, допустим. Если он непосредственно нигде не засветился, в военных преступлениях не участвовал. Военно-политическое руководство фашистской России, оно должно ответить. Головорезы, убийцы, там разные фашисты, они тоже должны ответить, если у нас есть по ним данные. А все остальное, ну что мы сделаем? Выгонять людей, изгонять людей, где они в втором, третьем, десятом поколении, там, в пятом поколении живут. Ну, это фашизм тогда будет с нашей стороны. А зачем нам строить фашизм? Нет, нам такого не нужно. Алейкум ассалам. Салам, Австрия. Задавай, Герат, задавай. Каждый раз вот ваше вступление меня подбивает, чтобы вас забанить. Да? Можно я задам вам вопрос? Так я же для этого здесь и сижу, чтобы вы задавали вопросы. Но русские умирают за Путина, да? Я думаю, люди с имперскими взглядами сами уедут из свободных стран. Ну, не все. Не у всех у них есть деньги, не у всех у них есть возможности. И не все уедут. Не все. Ну, кто-то уедет. Кто-то уедет. А если имперские взгляды, ну, есть у него, пусть при нем будут. Мы же имеем право на свободу мнений, правильно? Пусть будут у него имперские взгляды. Так как только его имперские взгляды будут переходить в какие-то призывы, какие-то конкретные действия, вот сразу его прошу, пройдите в суд и объясните товарищу судье, почему у вас такие имперские взгляды. Потому что это будет преступлением. Разжигать там, снова нам навлекать Россию, это будет преступлением в нашем свободном демократическом обществе.
Так, Вася Гильды. Вася, я тебя помню, тебя давно не было. Аслан, я твой давний подписчик и передаю привет из ЗСУ. Ичкерия будет свободная. Привет ЗСУ, слава ЗСУ, парни, вы лучшие. Вы лучшие, Вася. Спасибо, Ичкерия будет свободной. Слава Украине, дорогой. ВСУ, вы лучшие. Почему сразу спрашиваю? Вспомнил опыт немцев. Их миллионом выселяли из Чехии, Польши, Восточной Пруссии после 1945 года по решению Потсдамской конференции. Я не помню, чтобы выселяли, ну, я этот момент не знаю, выселяли или нет, кого там выселяли, что там была за Потсдамская конференция, на каком основании там немцы выселяли. Но, вероятно, речь могла идти о выселении немцев, которые вот-вот только заселились, когда они в 1939 году напали на Чехию, на Польшу и аннексировали Судеты. Может быть, за 5-6 лет, это да. Если, например, у нас, например, в Крыму, да, скажу у нас, потому что мы на одной стороне, заселились вот за последние 10 лет туда россияне, получили прописки там и так далее. Если их начнут выселять оттуда, ну, я, в принципе, ничего против иметь не буду. Понимаете? Потому что они, как колонисты, вот на этой волне, на этой войне зашли и заняли территорию. Причем, я уверен, там через одного КГБшники, там своим они там в первую очередь давали. Если то же самое произойдет, например, в Грузии, где они сейчас заселили территорию, Южной Осетии, если они заселили, то это тоже пойму, если грузины их начнут оттуда выселять. Но если грузины или же украинцы начнут выселять русских, которые живут в Крыму там, до 2014 года, или грузины будут выселять там русских из Южной Осетии, они получат свою Южную Осетию обратно, они до 2008 года проживавших там русских, там кого-то другого будут выселять, но я их тоже не пойму и буду критиковать. Поэтому, если же происходят события, которые связаны, нужно как бы все сопоставить. А мы не имеем права, это вообще, это противоречит всем гуманитарным нормам, понимаете? Это сколько людей мы должны будем выселить. Люди, которые там живут 100 лет, у которых похоронены там родственники, да, они колонисты. Может быть, они не просто колонисты, а дети и потомки наших убийц даже. Понимаете? Оккупантов. Мы их не можем, если они там, например, в 19 веке их какой-нибудь там дед, прадед, прапрадед воевал и убивал там нас и заселился, а это Ставропольский край, это наши земли, чеченские земли, Краснодарский край, это черкесские земли. Понимаете? Но какой-то там исторический разбор должен быть. Но о выселении, мне кажется, неуместно. Другое дело, если пойдет война на Кавказе, а она, по всей видимости, к этому сейчас все подходит, да, подходит, и будет какая-то война, и русские будут противостоять там кавказцам, и кавказцы сразятся с русскими, и когда русские будут оттеснены, вот тогда с ними побегут там русское население со своей армией. Вот если, гипотетически, я не знаю, будет такой сценарий или нет, но если такое произойдет, это еще можно будет как-то объяснить. Но если мы создали свой кавказский дом, там у нас будут проживать русские, и мы их будем ущемлять, то это никакой не русский дом. Я имею в виду ущемлять за то, что они этнически русские. Мы не можем это сделать. Просто это невозможно. А какой тогда демократии, о правах человека, о гуманизме может быть речь? Ни в коем случае этого нельзя делать. Ни в коем случае.
Так, ну чуть-чуть. Нас читают и женщины, и дети, но ты такие вещи говоришь, которые нельзя, понимаешь, говорить чеченцу. Нет, немцы жили в своих исторических землях в течение веков. Это Судеты, Чехия, Силезия, Восточная Померания, Восточная Пруссия. 8 миллионов немцев депортировали, а их земли передали чехам и полякам. Я не знаю этой темы, на самом деле, честно тебе признаюсь. Очень интересно. Я посмотрю, почитаю это обязательно. Сейчас я это все перекопирую твой. Комментарий. И обязательно ознакомлюсь со всем, что ты тут сказал. Даже если они это сделали, мы не должны этого делать. Моя позиция по этому поводу такая. Мы не можем просто этого делать, понимаете? Это просто, о какой демократии, о каких правах человека мы говорим, если мы людей будем выселять, которые там прожили. Если есть люди, которые претендуют на этот дом, на эту территорию, на этот участок, что вот у него есть доказательства, что там жил его дед, верните ему этот дом. Это вопрос можно разбирать. Но чтобы всех выселять, тогда всех армян нужно с Сочи выгнать тогда. Они тоже там как колонисты идут. Всех русских в Сочи выгнать нужно. Ну и так далее, и так далее. Другое дело разбираться по конкретному случаю, а второе дело просто потому, что когда-то исторически эти земли принадлежали. Знаете, как будет вообще, как все будет? Будет новый мировой порядок. Когда этот новый мировой порядок будет определяться, будут зоны ответственности. Кто за что отвечает. Скорее всего, мир поделится на два типа. Так, Путин так хотел этого, чтобы многополярным мир был. Ну, скорее всего, мир будет основных двухполярным. Это будет китайский мир и западный англо-американский мир или западноевропейский мир будет. И все, кто имеют влияние там или тут, они будут действовать на тех территориях, на которых они окажутся. Кавказ окажется на территории англо-американского влияния, скажем так, после окончания Третьей мировой войны и нового мирового порядка. И мы все должны будем соответствовать международному праву. Понимаете? Все мы, цивилизованные люди, демократические люди, должны будем соответствовать международному праву. И решать мы будем в соответствии с решением европейских, я говорю, западных или цивилизованных, на которой стороне мы окажемся, законов будем. А это международное право, это англо-американское, англосаксонское, как хотите, так и называйте. На соответствии с этим мы будем решать. И у нас, у кавказцев, такие же взгляды и такое же мышление, которое сегодня мы обсуждаем. И мы не можем просто выселять. Вы о чем говорите? Я с этим не согласен. Ну, это мое мнение. Поэтому как-то так. Мы Кавказ прямо между этих двух миров. И, надеюсь, не попадем под азиатское влияние. А между прочим, Георгий, у нас большая вероятность к тому, что нас к этому будут склонять. Понимаете? Мы находимся, мы Европа, как мы понимаем, Кавказ это юго-восток Европы. И делят их, разделяет это Кавказ. Кавказ, точнее, находится на европейской части. И наша гора Эльбрус самая высокая в Европе считается. Ну, это так, чтобы все знали, что Кавказ это точно Европа. Мы находимся в воротах Европы, между трех даже морей, Азовское, Каспийское и Черное море. И нам нужно быть очень прозорливыми, очень смекалистыми, очень мудрыми и очень способными, чтобы внутри нас эту всю КГБшную агентуру отстранить от власти, чтобы она нами не управляла. И мы нашли между собой общий язык. И нам придется очень сильно попотеть для этого. Очень-очень. С нашим темпераментом, с нашими разными там особенностями. Это будет очень непросто, я вам скажу. Но при всем при этом я полагаю, что если мы этого не сделаем, мы можем вполне оказаться под влиянием той же Турции.
Вот я это вижу. Вот они вот усиленно пытаются нам вот что там Турция, там региональный игрок, там есть еще Иран, который сейчас уже немножко потерял авторитет, но все равно имеет свои связи, возможности и так далее. Поэтому нам очень придется попотеть. И чтобы не просто создать свое какое-то европейское демократическое государство, восточноевропейское, но при всем при этом юго-восточное, при всем при этом нам нужно, чтобы нас ну просто не использовали как дикарей для своих имперских войн, там разные наши имперские соседи. И посмотрим, что будет. Посмотрим, постараемся ли. Постараемся все сделать правильно. А почему можно было делать Косово? Ведь нет такой нации косовцы, есть албанцы. А Албания уже была. Почему Косово может существовать? Ведь это такой же сепаратизм. Ну, я не знаю вообще точно по поводу, чья это земля была. Сербская она была или албанская. Я знаю, что в Косово это территория, на которой проживали албанцы, косовары, косовские албанцы. И была русская, маленькая русская империя, сербская империя, похожая на Советский Союз. И она очень была не нужна здесь, в Европе, никому. И вот надо из этого исходить в первую очередь. Именно поэтому им помогли, а не чеченцам. Как-то так. Вы как далеко зашли, нам бы пережить Третью мировую. Да, я полностью с вами согласен, нужно пережить Третью мировую, и еще неизвестно, переживем мы ее или нет, но многие переживут. Многие переживут. Как-то так. Американцам особо не интересен Кавказ, поэтому нужно лавировать между ними, и нужно подготавливаться к китайскому влиянию и создавать там свое лобби, дабы иметь влияние через них в своих целях. Да, к сожалению, Кавказ не очень интересен США, наверное, хотя в Грузии будет база, Армении будет база, это уже очень хорошо для нас всех. Я полагаю, что и в Ичкерии будет база, например, военно-воздушная база, например. Было бы очень круто, если бы на Кавказе полностью американцы закрепились, и они и в Грузии, и в Ичкерии, и в Армении имели свои базы, и мы стали бы с ними союзниками. Это, на мой взгляд, было бы очень хорошо. Но опять же, посмотрим, что будет. Китайское влияние мне вообще абсолютно не интересует Китай. Да, сейчас я смотрел новость, что там Китай в Чечне строит какой-то там завод по удобрению какому-то. Ну, было бы хорошо, если бы что-нибудь более ценное было построено, чем удобрение. Но вот Китай, говорят, не знаю, насколько это правда. И, возможно, Китай имеет свое влияние, пытается оказывать свое влияние на Ичкерию. Посмотрим. Но нам это не интересно. Нам, чеченцам, это абсолютно не интересно. Нам коммунистов одних поменять на других коммунистов, это нам, извините, неинтересно. Тем более с учетом того, как Китай гасит по религиозному признаку уйгуров у себя там. Это абсолютно нам не интересно. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Ассаламу алейкум, Азербайджан. Вот мне тут в ТикТок пишет Азербайджан. Все будет Ичкерия. Ичкерия. Ам дин ду. Слава Украине. Ам Израиль. Хай. God bless Америка. Вива Грузия. Адикюэль Машуэль. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.